Незнакомцев здесь встречают хотя и без агрессии, но настороженно. Территорию многоквартирного барака собаки считают своей, и чужаков здесь быть не должно. Визитеры пришли к хозяйке. Вопрос касался как раз самовольного выгула собак. Нам с администрации поступила заявка на Маяковского 35 отлов. То есть было установлено, что все-таки собаки с Алданской 100 выбегают на эту улицу в количестве 5 голов. Сегодня одну голову отловили. Ну, вот такса, вот 2 щенка. То есть женщину попросили, она все-таки присадила одну собаку на поводок, агрессивную, черную. Комиссия в составе старшего ветеринарного инспектора, представителя службы отлова, специалистов административной комиссии и участкового уполномоченного совершила рейд по адресам, где обитают стаи безнадзорных собак. Проверка была проведена по заявлениям жителей. Мы видим, что здесь в количестве 6 голов собаки бегают на самовыгуле. Хозяйка пообещала их убрать сейчас, но они до сих пор и бегают. И я считаю, что нужно применять жесткие меры административного воздействия на наших граждан. Тогда они немножко будут задумываться, выпустить свое животное или нет. Перед хозяйкой этот вопрос ставится не впервые. Без лишних пререканий владелица заперла часть питомцев. Степенный шкет и резвые щенки пока остались на свободе. Как видите, собаки нарушают благоустройство двора, растаскивание, мусор. Я думаю, что этой женщине все-таки будет выписан штраф за самовыгул собак. Члены комиссии решали собачий вопрос по-человечески, с хозяевами. Специалисты напоминали заводчикам об их обязанностях, включающих регистрацию и вакцинацию питомцев, а также соблюдение правил выгула и содержания. Согласно нового закона федерального 498 закона, хозяева обязаны своих животных держать, во-первых, на привязи, во-вторых, зарегистрировать их в управлении ветеринарии, поставить на учет, во-вторых, прочипировать свое животное и поставить бесплатную прививку против бешенства. Это обязаны они сделать. Стоит отметить, что не все заявления соответствовали объективной действительности. В качестве потенциально опасного места было указано пепелище двухэтажки. Согласно заявлению жителей, стая собак обитает в руинах сгоревшего дома. Рядом находится школа и жилой квартал. Бродячих животных, однако, здесь явно нет. Не обнаружено и следов их постоянного пребывания. Я хочу также нашим жителям Алданского района сказать, чтобы они своих животных все-таки держали на привязи, и чтобы дети наши ходили в детский сад, в школы, не боясь стаи домашних животных. Вопрос безнадзорных животных в Алдане стоит остро. Собаки, подобно кошкам, гуляют сами по себе и гуляют где хотят. Хозяйские четвероногие прибиваются к бродячим собратьям. К слову, домашние друзья человека отличаются от своих бездомных сородичей, как внешним видом, так и повадками и характером. Безнадзорная четвероногая подлежит отлову и помещению в пункт передержки. С безответственным отношением к животным и неисполнением обязанностей по их содержанию сотрудники службы отлова и работники приюта сталкиваются куда чаще, чем хотелось бы. Постоянно. Каждый раз у нас проблема, это, конечно, основная хозяйские собаки. Потому что из, например, 5 привезенных голов в приют взрослых собак, то есть 4 собаки в любом случае с ошейниками. Ну и мы сами люди виноваты в том, что мы делаем. Рейд предварил круглый стол, за которым собрались представители власти, сотрудники контролирующих структур и жители. Встречу инициировали депутаты городского совета. В ходе диалога рассматривались пути решения вопроса бродячих животных. Проблема не исчезнет за один день. К ней требуется комплексный подход. Действительно много обращений. Очень часто меня отмечают в социальных сетях по поводу того, что появились стаи, бегают собаки, есть какая-то опасность, угроза жизни. Но оно и понятно, сейчас апрель, весна, собачки ощеняются, некоторые собаки сбиваются в стаи, и действительно эта проблема, она есть, и поэтому о ней нужно говорить.
И мы с депутатами городского совета объединились в этом вопросе совместно с администрацией. Весной число безнадзорных животных традиционно увеличивается. В период гона собаки сбиваются в стаи, являя реальную угрозу прохожим. Прецеденты нападения на людей имели место. К счастью, такие случаи пока не заканчивались трагически. Но, как известно, все до поры. За 2020 год на людей напало 31 животное безнадзорное, в том числе 16 нападений зафиксировано на детей. И получается, что эти показатели стоит оценивать не только количественно, но и качественно. Потому что, получается, на 16 детей напали животные, нанеся им психические и физические травмы. И несмотря на то, что работа по безнадзорным животным возложена на органы местного самоуправления, никто ответственности никакой не несет. Прецедент подобного рода имел место в соседнем Нерюнгринском районе на днях. На третьеклассницу стая напала во дворе школы. Собака норовила вцепиться в лицо. Зубы по счастливой случайности прошлись вскользь. Как отмечают очевидцы, животные с ошейниками частенько поджидают во дворе своих маленьких хозяев. Такой случай. Я просто благодарна очень тем мальчикам, которые пришли на помощь моей дочке. Я не знаю, что бы с ней вообще было. Девочка напугана. Она очень напугана, у нее большой шок. Я не представляю вообще, как она теперь будет ходить. У меня самой такое состояние, как ее отпускать. Эту проблему вот на уровне муниципалитетов и на уровне района мы ее не решим. Сегодня надо, на мой взгляд, и главы это считают Нерюнгринского района, это надо обращаться к автору, то есть тому, кто принял этот закон. Ну, это как минимум Государственная Дума, чтобы внесли какие-то послабления, изменения в этот закон. В Алдане увеличением числа бродячих собак оборачивается массовое переселение. Место охранникам, ранее проживавшим во дворах бараков, в новостройках не находится. На встрече прозвучало предложение о том, что на этапе проектирования необходимо учитывать возведение придомовых хозяйственных построек. Чтобы к этим домам согласовано с администрацией, заказчиком, чтобы красиво благоустроить, где-то предусмотрели для вот этих животных постройки вольеров. У некоторых владельцев питомцы – полноправные члены семьи, которые провожают хозяев до места работы или учебы, а затем и встречают, чтобы вместе идти домой. Но пока человек занят, собака предоставлена сама себе. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Не пускайте своих питомцев на самовыгул. Это с вами они добрые, милые, а как с незнакомыми людьми они себя поведут, вы не можете предугадать. И выгуливайте собак по правилам выгула собак. То есть в наморднике, на поводке и с пакетиком для выгула собак. Представители общественности и сотрудники надзорных органов напоминают землякам: содержание животного сулит не только радость и приятные хлопоты. Оно налагает в первую очередь ответственность как за поведение четвероногого друга, так и за безопасность окружающих. А второй составляющей большой процент владельцев предпочитает не вспоминать. Животных меньше в городе не становится, потому что я также хотела бы еще обратить внимание и владельцев животных, чтобы они своих животных все-таки не отпускали. Очень много животных с ошейниками бегает, прямо вот очень много. Очень много животных возле школы, очень много. Ребятишки, видно, приходят со своими любимцами, они их ожидают, и животные, очень много их находится. Также очень много животных возле мусорок. Мусорки – это в нашем городе тоже проблематично. В Алдане действуют 2 приюта для собак и для кошек. В обоих пунктах передержки находятся более 160 животных. Кошечками занимаются члены Общества защиты животных «Верные сердца». Если добрые руки для Мурки или Барсика не находятся, о животном продолжают заботиться волонтеры. Относительно собак ситуация иная. Согласно новому закону, социально неопасные четвероногие, предварительно привитые и стерилизованные, отпускаются на вольный выгул. Маркировка в пункте передержки проводится с сентября прошлого года.
Животных также они проводят все карантинные мероприятия, которые полагаются по законодательству полностью. Затем животное выпускается с чипом, с биркой. Как отметили за круглым столом сотрудники пункта передержки «Надежда», из 10 отловленных друзей человека 8 явно являются домашними. И не все хозяева со слезами радости забирают потеряшек обратно. А когда выясняется, что за передержку нужно еще и заплатить, некоторые разворачиваются и равнодушно уходят прочь. А собака остается в приюте. По городу очень много. То есть, и большая часть из них все равно хозяйские, с ошейниками. Без ошейников. Без ошейников привозят, также забирают хозяева, находятся. Процентов 50, наверное, все равно хозяйские составляют. В ходе круглого стола определились первоочередные задачи – учет и чипирование домашних животных, строительство вольеров и будок во дворах многоквартирных домов, активная просветительская работа с детьми и взрослыми. Таковы первые шаги в решении проблемы бродячих животных. Я считаю, такие встречи важны в первую очередь для населения. Каждый смог выразить свое видение решения проблемы. Депутаты высказали свои предложения. Я скажу, что очень даже перспективные и правильные вещи они говорили. До этой встречи я считала, что схема ОСВВ не совсем действенна, но выслушав мнение каждого и зоозащитников, и исполнителей услуг, многие поняли, что дилемма не решится за короткий срок времени. Волонтеры Алданского общества защиты животных отметили, что сегодня граждане недостаточно информированы о том, в чем заключается ответственное обращение с животными. О регистрации питомцев, о правилах выгула и содержания многие попросту не знают. По мнению зоозащитников, просветительская работа должна вестись со всеми возрастными категориями. Проблема должна решаться комплексно. И в совместном диалоге мы выработали некоторые решения. Сейчас будем более тесно общаться с подрядной организацией, которая занимается отловом. Очень большое внимание решили уделять молодому поколению, то есть проводить какие-то классные часы с школьниками, как относиться к домашним животным, как ответственно с ними обращаться. И, конечно, взаимодействовать с общественными организациями, которые занимаются именно безнадзорными животными. Допустим, их собачку выпустили из приюта, из питомника, она уходит в жизнь, в никуда. И вот на помощь к нам приходят зоозащитники, которые работают с этими собаками, пристраивают в добрые руки, где-то голодающих питомцев кормят. Сотрудники надзорных органов совместно с представителями административной комиссии совершают рейды по нерадивым владельцам, а также подворные обходы с целью выявления и подсчета домов, в которых имеются четвероногие друзья. Помимо разъяснения прописанных в законе правил, работа направляется на повышение самосознания любителей животных.